Студент аграрного университета превратил отечественное авто в машину для зимнего дрифта. Артур Южанинов практически в одиночку собрал на базе ВАЗовской «семерки» спортивное авто. Работа велась в рамках научного проекта. Подробнее расскажет Анастасия Чебаева. Поначалу даже не верится, что эти пируэты исполняет обычный ВАЗ. Он эффектно заходит в поворот, легко и непринужденно, демонстрируя управляемый занос. Зимний дрифт появился относительно недавно. И именно под него Артур Южанин и переделывал свой автомобиль. Мне интересен сам процесс сборки, настройки автомобиля, смотреть уже именно на испытаниях, сделал я лучше или хуже, или в каких направлениях можно еще вести доработки. Она осталась также классикой, с присущими ей болячками, также ломается периодически. Есть вещи, перед которыми человек бессилен. Но «семерка» хоть и осталась «семеркой», от обычного ВАЗа отличается кардинально. Артур Южанин превратил свою машину в спортивное авто. Изменения коснулись и начинки, и, казалось бы, на первый взгляд таких незначительных вещей, как сидение водителя. Так называемый ковш. Он изготавливается индивидуально под водителя с учетом его роста, веса. И уже конкретно под машину подгоняется и даже больше под дисциплину. Где-то ниже, где-то выше. Есть такая особенность, что пятая передача далеко тянуться надо. Здесь удлинили рычаг. Это мелочь, но она ощутимо сказывается на удобстве управления. Чтобы подготовить ВАЗ, Артуру пришлось установить подвеску, специально переработанную под зимние соревнования, изменить угол поворота и, конечно, апгрейдить двигатель. Проходят зимой соревнования, покрытие лед, либо снег. И, в принципе, все, что после 100 лошадей, это уже считается избыточной мощностью и просто происходит, буксуешь. Здесь больше был акцент сделан на поднятии крутящего момента на малых оборотах. Работу над автомобилем Артур вел не просто для души, но еще и в рамках научной работы в аграрном университете. Вместе с преподавателем решили попробовать пересадить спортивное авто с бензина на пропан. Этот газ, он и дешевле, и экологичнее, и в результате получается, в общем-то, проигрыш мощности не очень большой, но экономия по цене получается существенная. И в последующем он на соревнованиях уже выступает сейчас. То есть доказали, что заправляешь метан, ездишь как на бензине. На этом апгрейд отечественного авто не заканчивается. ВАЗ все время требует доработок. Тем более, что почти ни одно соревнование не проходит для него бесследно. Так что порой на тренировки времени уходит куда меньше, чем на ремонт стального коня. Анастасия Чебаева, Шамиль Каримов. Новости Уфа.